Друзья, всем привет, меня зовут Мадьяр, я из Казахстана, и у нас с вами сегодня новый мукбанг. Я вновь вернулся, но я уже не в Семее, не в Семске своим любимым, да, а в Астане. Значит, сейчас будем с вами обедать. Расскажу, значит, где я, что я, кто я, значит, кто вообще, что происходит в моей жизни, понимаешь? Так, пью я фьюсти. Пью, значит, что было дома. Так, микрофон не задеваю. Так, куда поставить? Все, кипиш начался. Значит, такой у меня сегодня фон. Как вы уже поняли, я не в Семске, опять-таки повторюсь. Значит, приготовила мне ораму мамочка моя любимая, за что ей огромное спасибо. Значит, я в Астане. Приехал я позавчера в 6 часов утра на поезде. Голодный? Как и всегда. Значит, приехал на поезде позавчера в 6 утра. Зачем я повторяю одно и то же? Значит, я до этого момента практически всегда, наверное, год или полтора, летал только на самолете. И всегда говорил, храни Боже, Fly Air. Это такой, знаете, дочерняя компания Air Astana. И цены у них там такие, знаете, нормальные. Ну, кажется, август это сезон, поэтому цены дорогие на билеты. Так, салфетки. Поэтому, хочешь не хочешь, надо на поезде, как говорится. Старый добрый советский поезд, который видел не одно поколение. Я на нем, значит, приехал. Так, в принципе, нормально приехал. Сейчас, значит, я у родственников. Мама тоже тут. Поэтому, соответственно, такой вкусный обед приготовила. Пока многие разъехались, я решил быстренько снять мукбанг, а то я стесняюсь. Поэтому, если я, так сказать, резко прервусь, значит, приехали родственники. Угу. Значит, какие у меня новости? Приехал я позавчера, сразу в этот же день увиделся с Бахжан. Наверное, отдельно вот это сниму влог. Я уже снял, но он короткий. Я думаю, мы еще с ней встретимся. Я как бы эти два влога соединю. И будет интересно. Прохладненько. В общем, это было позавчера. Вчера я виделся с Баукой. Единственное, просто я не знаю, когда я загружу этот ролик, потому что Wi-Fi здесь нет. У меня интернет-тариф билайновский. А он, как говорится, быстро улетает, прям мгновение. Вчера увидели с Баукой. Он на машине. Поехали к другому моему еще одному другу, сокласснику, соответственно. Он уже человек семейный, у него дети. У него дома посидели в гостях. И где-то я попозже уже вернулся. Плюс ко всему вчера ходил в нацмузей. Обожаю наш музей казахстанский. Вообще национальный музей. Вот кто не был, прям срочно, прямо сейчас сходите. Много экспонатов. Интересно. На поезде, значит, я про поезд расскажу. Ехал рядом со мной мужчина. Он, наверное, возраст там где-то
58, 59 лет ему. Такой интересный рассказчик. Человек опытный. Несколько бизнесов открывал там. Интересно было его послушать. В общем, мы с ним приехали, пообщались. Вообще Астана мне нравится. И Алмата мне нравится, ну и Астана мне нравится. Не знаю, как вы, а вот я в Астане почему-то быстрее ориентируюсь. То ли от того, что я здесь уже жил некоторое время, то ли от того, что как бы город сам по себе небольшой, да, вот если мы берем центр города, например. Не знаю, ориентируюсь я тут легче. В общем, можно было бы что-нибудь и заказать, конечно же, но домашняя еда от мамочки, она топчик. Никакой Макдональдс и KFC курит в сторонке, понимаешь? Угу. Значит, ходил вчера в музей. Обалденный музей у нас. История древнего Казахстана. Казахское ханство. Советский период нашей страны. Значит, золотой век. В общем, много очень залов там. И все они такие офигенские. Вот прям реально рекомендую. Я, знаете, вот люблю музеи. Вот наш, например, да, национальный музей. Ты там в прохладе, не торопясь. Люди, конечно, есть, но не так много. Ты идешь, тебя никто не трогает. Ты спокойно посмотрел, почитал, сфотографировал, изучил. В общем, кайф. Вообще я понял, что я то ли старею, то ли это вообще по характеру такой человек, что я не люблю вот такие, знаете, шумные компании. Когда много народу. Не очень такое люблю. Оказывается, это все значит... Может, у меня характер такой действительно. Так что я не знаю, когда я интернет здесь найду. Если найду сегодня Wi-Fi в каком-то торговом центре, то там мне, походу, придется сидеть 20 лет, потому что там интернет же, знаете, какой улиточный. Что-то у меня вообще Билайн гонит. У меня, короче, уже 12 лет Билайн связь. Ну, соответственно, и интернет тоже. Что-то он где-то не ловит, где-то ловит. С кем-то разговариваешь, да что такое? Я за что плачу 3 500 в месяц? Это что за грабеж, понимаешь? Нифига не слышно, что человек говорит. Я понимаю, если была бы еще новая сеть, что еще вышки не поставили там, да, что недоработано. Но этой сети уже как мне, наверное, 30 лет. Да. Короче, прикол. Я живу сейчас за городом. И добираюсь на автобусе. Ну, типа такой автобус, как сказать. Ну, типа туристический. Такой качественный. Высокий. Там кондиционер. И вот с этой окраины города, ну, за город, это не окраина, это за город даже. Я добираюсь на этом автобусе, потом на этом автобусе до какого-то там места. И с этого места, соответственно, на другой автобус. Я когда раньше жил в семье на кордоне, я думал, господи, как я далеко живу. Это все херня. Вот я сейчас далеко живу. В общем, это у нас называется орама. Как я понял, узбеки называют ханум. Как я понял. Я на канале такое ел. Раза, наверное, 2 я такое ел.
В общем, такая конструкция подо мной сейчас. Вы просто хорошо, что вы это не видите. Потому что если бы эту конструкцию увидел Илон Маск, он бы сказал: Мадяр, Жаном, я тебе переписываю свою компанию. Потому что это ум здесь просто показал во всей своей красе, понимаешь? Поэтому Илон Маск, амамбош. Капец, я за 10 минут все съел. Даже, да, за 10. В Астане один подписчик. Хотел со мной сфотаться. Сейчас аккаунт скажу. Аккаунт, по-моему, назывался Баурито. В общем, хотел со мной сфотаться. Но я за городом же. Говорю, как я буду в центре, я тебе напишу. Конечно, так удивительно, когда со мной хотят встретиться. Ой, ну сфотаться, встретиться, потому что это... Я себя прям чувствую каким-то Майкл Джексоном, прости господи. Так что вот такие дела. Так, что там заканчивается уже? Ханум. YouTube вообще сейчас не смотрю, потому что мегабайты жалею, гигабайты вернее. Никаких из блогеров не смотрю, да и времени, честно говоря, нет. Потому что если в Семске у меня там Мегалайн, я врубил, лег на кровать, смотрю ту же Верняеву, ту же Айку, не торопяюсь, да. Там Маша, Мань, Вань, Тань, да, смотрю. Сейчас некогда, честно говоря. То погуляешь, то все, то... Вчера я примерно к 12 ночи приехал. Конечно, до утра я уже не гуляю, потому что не в таком я возрасте. А хотя в любом возрасте так не гулял. Не знаю. Я человек люблю поспать. Поэтому вот эти вот прогулки до утра никогда не понимал. Потому что, может, я уже родился старичком, не знаю. Все, ребят, все съел, потому что это невозможно вкусно, свеже, сытно, вообще обалденно, сочные ханумы, сочные аурама, обалденно. А еще сверху холодненьким чайком, кайфуша. Вот такие дела, в общем, отдыхаю. У меня лето, действительно, это лето на расслабоне, на чили. Как говорил великий философ Джиган. Поэтому у меня такое вот настроение. Спасибо всем за поддержку, за ваши добрые слова, что вы меня ищете, что вы меня потеряли. Вы мне пишете в дайрект, Мадяр, где видео. Вот. Надеюсь, скоро будет. Вот такие дела. Вкусно. Ладно, друзья, еще увидимся. Пока-пока. Пока!